Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня мы находимся в городе Якутске на улице Свердлова, 3/1. Это тот дом, который, так скажем, очень сильно мешает застройщику. Вот. Не пройти, ни машины поставить невозможно. Льют бетон, остатки. И все это промывает миксер, и все это льется теперь к нам на площадь между... И вот вообще, что это такое творится? И вот вся вода вот эта вот идет прям к нам под дом. Никто нас не слышит, никто нам помогать не хочет. Вон вся вода под дом идет. Весь мусор ссыпают, и вся пыль сюда в дома летит. В октябре прошлого года было заседание здесь, встреча с заместителем главы, застройщиком. Чем это все закончилось? Встреча была посвящена тому, что за 17 лет, сколько существует, сколько стоит этот наш дом, из 17 лет, 4 года, по сегодняшней 4 года вокруг нас ведется стройка усиленно. Вот. И мы узнали, что на месте двух деревянных двухэтажных домов, которые находятся напротив нашего дома, будет производиться строительство двух 15-этажных домов. Вот. Вся стройка, которая велась до этого здесь, отсыпалась, и наш сухой дом со всех сторон, под наш сухой дом начала стекаться вода. И в принципе мы пригласили управу строительного округа и людей с администрацией для того, чтобы каким-то образом воспрепятствовать строительству двух новых 15-этажных домов напротив нашего дома. Как? Антон Анатольевич, скажите, почему, когда решили строить здесь дома, не собирали ни наш дом, ни наших жильцов? Я так понимаю, в соответствии с требованием градостроительного кодекса у нас общественное обсуждение не предусмотрено. Не предусмотрено? Да, насчет инсталляции у нас экспертиза есть в рамках градкодекса и своду правил. Все проходит. Тут именно не проходило, и поэтому они отверстия сделали. Ну, не отверстия, грубо, как башня. Почему вы говорите, почему вот здесь все полностью земельный участок охватили, да? В то время, в 2016 году, не было дворовой территории возможностей, финансово, и программ не было. Поэтому для улучшения для вас, чтобы благоустройство сделать спереди, так как у вас земельный участок образован под пятно здания, окружная администрация для вас, совместно тут 3 детских площадки, вот, дополнительно застройщик сам за свой счет сделал тут, и плюс еще сквер будет делать. Это обременение, которое ему вменено в рамках благоустройства всей территории. Осенью застройщик сделал проектно-сметную документацию, и вот сейчас строительно-монтажные работы уже в окончании, на стадии окончания. Окончание, значит, как договаривались, значит, сказали мне, что будет, значит, отмостка на уровне 2-го подъезда. Там вот 5 сантиметров от нашего крайнего подъезда, то есть вода оттуда не выбежит в этот лоток, понимаете? То есть наш дом, вот как вы сколько насыпали здесь отсыпки, с этой стороны, с той стороны, все. Завершены когда будут? Они должны были завершить это в июле, потом перенесли на сентябрь. В конце этой недели. Да, в данный момент. Он стоит в воде сейчас. Вот. Давайте мы будем судить об эффективности данного решения весной. Если прилегающая территория не будет осушена с помощью данного инженерного сооружения, коллеги внесут корректировку и обеспечат осушение территории. Вы согласны? Да. Вот. Значит, что касаемо строительства и нашей территории придомовой.
Этому дому должны быть какие-то автостоянки возле нас? Так они будут у вас. А почему вы Где? считаете, что их не будет? Вот это вся Они прилегающая сейчас территория. по окончании Нет, строительства скажите у вас мне, тут- пожалуйста, сколько в этом здании Нет. квартир? Там сколько у вас? 180. А? 180. Так, вы должны 40% от этих квартир предоставить для автомобилей. То есть получается сколько? 40? У нас 70, где здесь может разместиться 72 машины? Вы можете сказать? Где будет стоянка на 72 машины? А вы заходили вот за ту территорию? Нет. Вот смотрите. На какую путь? У нас, вы поймите, вот если бы там не хватало автостоянок, да, Они бы не получили. ни Нет, но вы нас экспертизу, лишаете но всех подождите, автостоянок. ни экспертизу не прошли бы, ни разрешения на строительство не Да И это сейчас всё это- за вводом обратите, еще и ввод не получили. Вот объективно, вы говорите, здесь не соответствует предельному параметру требуемого норматива количества парковочных мест. Да. Нет, нет. В соответствии с проектной документацией оно соответствует. Когда будет осуществляться ввод объекта в эксплуатацию, да, можно будет прийти и пальцем посчитать в соответствии с проектом Пусть нам заинтересован. покажут хотя бы эти. Давайте зафиксируем. Вот вы, пожалуйста, подготовьте по всем объектам, на которые у вас есть проектная документация, тем более на которые есть разрешение на строительство, по каждому отдельно сделайте выкопировку из проекта, да, раздел там генеральный план или схему планировочной организации, и, пожалуйста, под роспись передайте коллегам, что Видите, понимаете, мы жить хотим. Мы же здесь живем. Первый раз обратились к застройщику. И это сразу же было после встречи с руководителями мэрии и округа. Мы говорили о нашей проблеме, о том, что мы очень не хотим. Он сказал, что разрешение на строительство есть. На самом деле разрешения на строительство не было. Забором они огородили в конце ноября, а разрешение на строительство они получили 22 декабря только. Вот. Водоотводные каналы, которые они обещали нам сделать и которые контролировал как бы зам мэра господин Алексеенко, вода полностью не уходит по ним. Обещали проконтролировать весной. Весна наступила, теплое время. Стройка приблизилась к нам, как видите. Шума стало намного больше. В нашем доме 42 квартиры. Вокруг нашего дома находится раз, два, три, 4 больницы. Одна из них находится на первом этаже нашего дома, то есть эндокринология. С одной стороны поликлиника МВД, с другой стороны городская стоматология и с третьей стороны офтальмология. Вот. Я насколько знаю, что во всех больницах, в которых особенно есть значит, койки для лечения, должны быть парки для прогулки. Вот. А у нас тут последние деревца, которые были, и те выкорчевали. Ликвидирована детская площадка напротив нашего дома. Ликвидированы насаждения, березки. Небольшой скверик был у нас березовый. Возле снесенных домов тоже росли березы. Все это снесено. Писали заявления и требования наши в почти десяток всевозможных инстанций. В основном получали от всех чиновников отписки. Я имею в виду, что пересылают из одной инстанции в другую. И конкретно ответа и действий, и контроля никаких не было произведено. Мы думали, он будет нормальный, эти 15-этажные дома, но, как видите, расстояние от нашего крыльца до ихнего дома, а если здесь взять еще крыльцо, то получается где-то метров 15 максимум 15 метров. 15-этажный дом в 15 метрах, окно в окно будет к нашей пятиэтажечке маленькой, это закроет полностью нам свет. Вся проблема у нас началась с того, что у нас забрали придомовую территорию. Этот участок был потерян в 2010 году. То есть они лишили тот участок, который был, кадастровый участок с номером кадастровым. Он исчез, появился другой.
на котором нет нашей придомовой площади. Выход у нас такой, что нужно или остановить стройку, или изменить проект, или пускай застройщик решает что-то с нами делать. Шумоизоляцией, значит, со светом, чтобы заизолировать от шума и закрыть наши окна, значит, хотя бы отражающими какими-то материалами, чтобы у нас в окнах не сидели строители и будущие жильцы этих домов, которые напротив. То есть стройка ведется в ущерб жителей города. Суть проблемы состоит в том, что как-то так получилось, что и проект принят, и все, но не учитываются интересы прилегающих территорий и жильцов. Здесь находится 42 квартиры, и они постоянно находятся под шумом. При этом здесь не соблюдаются никакие нормы по шуму. Ну, естественно, нарушается законодательство Российской Федерации. Вы сами слышите, какой здесь шум. И это 8 часов вечера. При этом здесь находится еще 4 медицинских учреждения, которые должны иметь парковую зону для своих больных и пациентов. Строительство новых домов в столице Якутии – это необходимость. Но тем не менее, стоит ли это таких усилий, при которых попираются все законы о благоустройстве, о градостроительстве, и при этом на таком маленьком участке сосредоточено практически, вы сами подумайте, 16-этажные дома в количестве уже 8 штук. Здесь нет ни парковок, вы понимаете, сколько здесь населения. Я как журналист просто прошу депутатов Якутской городской думы, уполномоченного по правам человека, к вам обратились, и соответствующим органам разобраться в ситуации и решить эту проблему. Может, действительно надо немного поменять проектный план строительства. Может, действительно надо подумать о жителях города Якутска. У вас отчет или мероприятие. Нужно, чтобы увидели и оценили. Мы вам поможем. Прямая трансляция в интернет или на ваш сайт или аккаунт. Легко, с одной камеры, красиво с 3 камер с компьютерной графикой. Телефон 8 914 2 753 111. Пришел, увидел, показал. Обращайтесь.